Северная Осетия начинает активно сотрудничать с Азербайджаном. Соглашение о взаимодействии накануне подписали премьер республики Сергей Токоев и министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев. Работа намечается сразу в нескольких направлениях, в их числе промышленность, строительство, сельское хозяйство и туризм. Планируется и совместная реализация инвестиционных проектов. Североосетинская делегация также встретилась с вице-премьером Азербайджана Абидом Шарифовым и заместителем председателя правления Азербайджанского международного банка Эмилем Мустафаевым. Обсудили сотрудничество в области образования и здравоохранения, а также перспективы развития банковского сектора. Из соглашения между государством и субъектом Российской Федерации, и теперь наша задача наполнить его конкретным содержанием. Вот сейчас и в Министерстве культуры и туризма, и в Министерстве экономики и промышленности обговариваются именно конкретные отдельные проекты, по которым их, я думаю, не будет очень много, но во всяком случае мы постараемся, чтобы несколько конкретных, как в экономике, так и в области туризма, реализовались вещи. Задолженность жителей республики за газ составляет 1,5 миллиарда рублей. Об этом на совещании в правительстве сообщил вице-премьер Константин Габисов. Почти половина населения, 47%, не платит по счетам. Самые проблемные районы – Иравский и Дегорский. Но есть и положительные тенденции. В правобережном районе заключено мировое соглашение с газоснабжающей организацией и утвержден график реструктуризации долга. График выплат соблюдается. Также негативно влияют на инвестиционную программу задолженности населения за электричество. Нехватка денег не позволяет модернизировать имеющиеся сети, увеличивать мощности и улучшать качество поставок. Члены комиссии планируют свести воедино прогнозные данные со всей республики, чтобы понять, какие изменения нужно внести в бюджет и где искать дополнительные средства. Главная задача в том, чтобы не страдало население, отметил вице-премьер. Активизируйтесь и по возможности буквально в течение текущего отопительного сезона до его окончания выйдите на график реструктуризации с нашими глубоко уважаемыми поставщиками газа, потому что, как видите, это, в общем-то, достаточно положительный, очень эффективный способ решения проблемы. Спасибо, кстати, огромное, что нашли возможность так гибко подойти к решению вопроса. Это, я думаю, достаточно полезный. Фильм Александра Батышева «Отец» представили в администрации Владикавказа. Герой кинокартины Сергей Батышев родился в Рязанской области, учился в Москве, а вскоре начал преподавать математику в сельскохозяйственном рабфаке в Дигаре. Батышев – один из основателей педагогики профессионально-технического образования в СССР. На родине героя есть улица его имени, открыт дом-музей. Имя Сергея Батышева также носит школа. На Аллее Славы в Дигаре установлен бюст. После презентации автору фильма Александру Батышеву вручили высшую награду – медаль Владикавказ, город воинской славы. В этот же день он стал почетным гражданином Дигары. Александр Батышев поблагодарил всех, кто помог ему в создании фильма об отце, отметив, что теперь картина будет жить своей жизнью. Самый важный разговор с ними так и не состоялся. Это печаль, это, наверное, трагедия нашей жизни. Поэтому пожелание молодым своевременно благодарить, своевременно думать о своих родителях, своевременно их спрашивать и своевременно узнавать о тех, может быть, низших вот их судьбы, которые для них до настоящего времени неизвестны, чтобы потом себя не корить в дальнейшем. Все чаще в наше время в Северной Осетии поднимается вопрос о сохранении и развитии родного языка. Азамат Кулаев, президент фонда «Аланское наследие», предложил издать детский сборник стихов Иры Шабитан. В него вошли произведения немецких и английских авторов, а также тексты устного народного творчества на осетинском языке. Проект сразу поддержал историк Руслан Бзаров. Профессор предложил издать тексты переводов Аркадия Золоева. Презентация состоялась в научной библиотеке. Авторы объявили, что издание Иры Шабитан продавать не будут. Это благотворительный проект. Книги подарят библиотекам, еще часть отдадут воспитанникам детских домов. Я думаю, что если эта книжка разбудит в них какой-то интерес, если с удовольствием эту книжку будут читать, я думаю, что она им понравится, то мы будем считать, что выполнили свою миссию. А так, конечно, нужно читать книги, потому что книгу ничего заменить не сможет, и лучше книги еще ничего человечество не придумает.